Разрешите начать наш сегодняшний диалог в режиме круглого стола в таком прекрасном месте. Спасибо бизнес-партнерам, да, нашему проекту Всемирному банку. На сегодняшний день, как вы знаете, Государственная налоговая служба проводит широкомасштабную работу по автоматизации всех бизнес-процессов. Все эти начинания, как вы знаете, у нас планировались и были реализованы с 2020 года. В основном многие бизнес-процессы под эгидой нашей марки Smart Salym успешно были реализованы и внедрены буквально с 1 июля 2020 года. Но учитывая эту пандемию, такую ситуацию, не было такой возможности напрямую с вами общаться, напрямую с вами работать. И эту всю работу Государственная налоговая служба продолжала, она внедрила, реализовала. И сегодняшний итог проведения этого круглого стола и такой промежуточный отчет и диалог с вами, учитывая то, что на удаленном формате, который мы реализовали с вами, это семинары, веб-семинары, проведение участия в различных тех возможностей сегодня и сотовых операторов проведения конференций, совещаний, да, это WhatsApp, Telegram. Благодаря вместе с вами, вашим замечаниям, предложениям, многие вопросы были реализованы на сегодняшний день успешно. Что-то еще дорабатывается, что-то еще в комплексе эта работа проводится. Но на сегодняшний день продолжим. Как вы знаете, один основных компонентов, которые мы реализовали с 1 июля 2020 года, это электронный счет фактуры, которая включает все эти основные 5 компонентов, которые были к нему подключены и на сегодняшний день уже частично реализованы, частично еще требуются реализации согласно утвержденных графиков работы. На сегодняшний день такие основные компоненты, это 5 сегодня указаны, это автоматизация АЗС, мониторинг товарооборота через кассовые аппараты, электронно-товарно-транспортные накладные, маркировка товаров и контроль передвижения товаров. Это все включает в себя основные процессы, которые взаимодействуют между собой посредством реализации модуля электронный счет фактуры. На сегодняшний день, которые реализованные задачи, у нас является осуществлен полный переход на электронную отчетность, электронный формат взаимодействия с налогоплательщиком. Как вы знаете, мы еще с 2019 года полная электронная подача отчетности НДС у нас была реализована с 1 августа. С вами мы работали, кто плательщик НДС является, и с 1 сентября 2019 года вы начали предоставлять электронную отчетность по НДС. По состоянию на 3 мая 2021 года к электронному сервису налогоплательщиков подключено более 300 тысяч налогоплательщиков. Из них, где более 45 тысяч юридических лиц, более 261 тысяча физических лиц, где только 25 тысяч налогоплательщиков сдают отчетность с использованием электронно-цифровой подписи. Эта цифра не стоит на месте, с каждым днем она увеличивается, учитывая то, что с этого года, как вы знаете, уже все налогоплательщики обязаны предоставлять электронную отчетность. Это удобно для вас и для нас в рамках безопасности и вашего здоровья, и здоровья наших сотрудников. Кроме того, разработана и запущена информационная система с 1 июля 2020 года, а это считается, она в рамках цифровизации бизнес-процессов, это очень широкомасштабная была проведена работа не только для налоговой, а для всей страны. И где около 13 800 участников экономической деятельности, это и плательщики НДС, это экспортеры, импортеры были вовлечены в этот бизнес-процесс. В тот момент было выписано только в один день более 300 тысяч плательщиков сразу же были подключены и выписывали счет фактуры. На сегодняшний день это около 5,4 миллиона выписанных электронных счет фактур, около 740 миллиардов сомов оборот посредством электронной системы. Получается, основной внутренний валовый продукт, мы это можем, как сказать,
учитывается здесь и где крупный бизнес осуществляет свою деятельность. Это что положительное дает? Бесплатное, бесконтактное круглосуточное оформление счетов, фактур. Для налоговой службы это положительное исключение лже-счет фактурщиков. Как вы знаете, это было раньше оформлялись на подставных, а здесь, учитывая то, что полный учет и контроль ведется всей системы, исключает такую возможность. На сегодняшний день результатом работы данной системы за первые 6 месяцев электронной работы счет фактуры план по сбору НДС по косвенным налогам был перевыполнен на 2 миллиарда 730 миллионов сом, несмотря на то, что на тот момент была пандемия и как видимость того, что экономика в целом, она, стояла в застое. Кроме того, была в прошлом году у нас запущена система учета движения нефтепродуктов, где позволила автоматизировать систему учета отпуска ГСМ, и было установлено на 982 АЗС. Несмотря на то, что на тот момент не все АЗС могли позволить себе установить эту систему, и, соответственно, они не работали. Нефтетрейдерами в системе было оформлено более 120 тысяч электронных товарно-транспортных накладных. Как вы знаете, в самом модуле электронный счет фактура есть там подмодуль, где именно занимающийся реализацией ГСМ оформляет электронно-товарно-транспортные накладные. То есть есть в СФ там такой подмодуль. Кто занимается этой деятельностью, видом деятельности, кто в курсе дела. Оформление электронных товарно-транспортных накладных налогоплательщиками осуществляется через систему СФ, это 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Таким результатом с 1 июля наблюдается стабильный рост реализуемого объема нефтепродуктов через АЗС. Я сначала сразу сказала, что несмотря на то, что не все АЗС установили эту систему и не все АЗС работали. То есть получается даже тот процент, который работал уже с учетом этой системы, он уже показывал объемы и показывал рост. С начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем реализуемого ГСМ на сегодняшний день вырос, темп роста составил 130%. То есть это говорит о том, что медленными темпами, несмотря на то, что бизнес стоял, в простое, наблюдался у нас и наблюдается на сегодняшний день рост. С 1 июля 2020 года также была разработана и запущена информационная система программный ККМ. Внедрены новые стандарты и технологии для учета розничных продаж. Этот программный продукт, как вы знаете, у нас была это не первая попытка, мы и ранее пытались автоматизацию ККМ проводить, но бизнес-сообщества изначально были против. Изначально, исходя из того, что это расходы самого бизнеса, на покупку дорогостоящего контрольно-кассовых машин с учетом такой действующей программы. Но при этом Государственная налоговая служба совместно с вами провела работу и были упрощены технические и административные требования для применения новых моделей ККМ. Была устранена монополия на рынке ККМ, учитывая то, что некоторые компании, которые предоставляли реализацию таких аппаратов, стояли в очереди, сами они не успевали, то есть некачественно предоставляли услуги для бизнеса в целом. Кроме того, была усилена безопасность и повышено качество передаваемой фискальной информации. Посредством этого результатом является, что на тот момент приблизительно контрольно-кассовая машина с данным таким системой стоила где-то 12 тысяч сом. И на сегодняшний день данные технические требования, они позволяют при наличии или компьютера в бизнесе установить программу или даже скачать на сотовый аппарат и при этом возможности выписывать чеки. То есть возможность, стоимость ККМ снижается до 0 сумм. Но при этом здесь ежемесячно есть обслуживание, но оно и ранее было, оно не исключается. Соответственно, были сформированы реестры 7 ККМ и 14 ОФД. Но на сегодняшний день здесь еще до сих пор оптимизируется, и, возможно, еще будет включаться количество реестров по ККМ и по предоставляемым услугам.
То есть данная услуга, с учетом ваших замечаний и предложений, она на сегодняшний день также дорабатывается, разрабатывается, но уже реализована с 1 июля 2020 года. И на основании этого, как вы знаете, ККМ установить это одно. Для этого нам удобно с вами, в том числе для налоговой службы. Для этого был запущен механизм «Народный контроль». 6 марта 2020 года с установкой программного продукта Мегапэй нашими бизнес-компаниями, сотовой компанией, была установлена и программа, она действовала буквально с апреля по ноябрь месяц. Проверь чек и выиграй приз. У нас разыгрывался в прошлом году квартира на Иссыкуле. Граждане страны, они полностью были вовлечены в общественный этот контроль для обеспечения прозрачности экономики. Были созданы барьеры уже для нелегального товарооборота и уклонения от налогообложения. То есть каждый мог взять свой чек и проверить через систему, скачанную на сотовый аппарат, вот Мегапэй, проверить действительности этот мой кассовый чек уже обработан и в системе налоговой службы он имеется. Ну, результатом на тот момент, до ноября эта акция была, более 3,5 миллионов ККМ чеков было проверено покупателями. На сегодняшний день также прорабатывается данный механизм «Народный контроль», и будет он уже внедрен и в этом году уже с бизнес-сообществом с вами совместно. Разработан и запущен механизм контроля передвижения товаров. После вступления в ЕАЭС страны, это с 2015 года, мы в Государственную налоговую службу были переданы функции по администрированию учета НДС на импорт и акциз на импорт из стран ЕАЭС. На сегодняшний день была уже разработана и запущена система учета импорта со стран ЕАЭС «Сводный пост». Этот программный продукт разрабатывался уже более 2 лет, потому что здесь вовлечены и проходит интеграция с 8 органами. При въезде товаров сейчас на границу уже сразу идет сличение базы данных. Это с погранслужбой, это с ГРС идет сличение данных, с Министерством транспорта по весу ввезенного товара. Уже если статистическими данными с начала 2021 года говорить, то было оформлено более 90 тысяч электронных сопроводительных накладных. Ну, результаты налоговой службы, это с начала 2021 года произведен учет товаров, ввезенных со стран ЕАЭС, на общую сумму 65 миллиардов сумм. В прошлом году тоже, несмотря на то, что была пандемия, мы учет вели, и там же также наблюдался рост поступления налогов. Вот только за первые 3 месяца 2021 года по сравнению с 2020 годом НДС на импорт ЕАЭС вырос на, я сказала, также акциз там затрагивается, на 130%, или темп роста составил в суммарном виде 1 миллиард 850 миллионов сумм. Учитывая то, что 3 месяца и прошлого года, и этого года они показатели, потому что март еще была активность у нас до конца марта, то эти, я думаю, цифры для налоговой службы это неплохие. Несмотря на то, что мы не могли там делать обход такой, рейды и прочие какие-то мероприятия, контрольно-проверочные мероприятия. Это только посредством вот этих всех электронных программных продуктов. Но вот опять же цифрами мы будем говорить, вот это влияние самого вот этого запуска вот этих всех компонентов фискализации. Если вот с января месяца вот у нас 2019 год, это вот эта голубая линия идет, да, и оранжевая линия идет, это 2020 год. Вот с марта месяца, если смотреть, пошел у нас спад самих сборов, налоговых сборов. И после внедрения вот этих всех компонентов с 1 июля 2020 года, несмотря на то, что у нас до конца года, наоборот, таки пандемия коронавируса, она продолжалась, после вот этих всех запусков компонентов, то есть мы буквально дали рост поступлений в 2 миллиарда 796,6 миллионов сумм. Это говорит о том, что мы в тот момент, наоборот, таки у нас шли послабления в июле, в августе, сентябре,
Это как в отсрочке сдачи отчетов, в отсрочке уплаты налогов, неначисление пени и санкций, вообще отмены всех всяких проверок, процедур, закрытых самих государственных налоговых служб. Да? Вот эти сами компоненты, они уже нам дали положительные результаты уже в сборах самих налоговых поступлений. За 4 месяца, если мы будем опять цифрами говорить, то здесь также рост наблюдается. То есть мы по сравнению с прошлым годом, ну, с учетом уже вот этой ситуации, чуть-чуть в апреле прошлого года, да, спад вот этот уже пошел в конце марта до апреля. Несмотря на это, мы уже по сравнению с прошлым годом в плюсе идем 7 миллиардов 865 миллионов сумм. А это есть уже все задачи, реализация всех задач, поставленных правительством, несмотря на сегодняшнюю такую тяжелую ситуацию. Зарплата выдается вовремя, и все поставленные задачи правительством, они реализовывают. Но мы смотрим свои внутренние показатели, но нам необходимо однозначно смотреть на мировой рейтинг. Мировой рейтинг Государственной налоговой службы, как и в целом государства, Кыргызстан, он у нас оценивается в Doing Business. Вот там очень много показателей, один из них по налогообложению, Doing Business, там много индикаторов есть. Это платежи, время, общая ставка налогов, взносов, индекс процедур после подачи отчетности и уплаты налогов. Если в сравнении вот с такими странами, как КНР, Россия, Узбекистан, Беларусь, Казахстан, Грузия, Таджикистан, рейтинг в 2020 году по налогообложению, видите, вырос на 15,7%. То есть можно здесь сказать наглядно, что показатели Кыргызской Республики в рейтинге Doing Business неплохие, не то что неплохие, очень хорошие. Но это все делается благодаря нашим международным партнерам, а их немало. Это ПРООНовские проекты, Всемирного банка. Кроме того, на сегодняшний день у нас сейчас будут разрабатываться большие вот эти программные продукты благодаря Российской Федерации, Федеральной налоговой службы и Министерству промышленности и торговли России. С ними вот эти будут реализовываться проекты создания системы маркировки товаров, средств идентификации, которые будут уже активно реализовываться в этом году. Кроме того, что Федеральная налоговая служба готова с нами поделиться на безвозмездной технической помощи в целях развития системы налогового администрирования. У них тоже очень много таких множеств, изменений, которые мы тоже готовы принять и реализовать в своей системе. Но если сказать все сразу, откуда деньги берутся, то есть это в данном случае привлекаются инвестиции в проект. Ну, можно сказать, что если цифрами в процентном соотношении, это фискализация самих бизнес-процессов, это из республиканского бюджета задействовано буквально 1%. На сегодняшний день тоже намечается реализация крупного проекта, а это создание именно формирование самих баз данных, потому что это тоже где-то хранить надо, где-то это обрабатывать надо. Дата-центр формирования вместе с Китайской Народной Республикой. Концепция по фискализации на сегодняшний день, которая проводится, это с проектом ПРООН, буквально составляет 0,24%. Налоговое администрирование, которое планируемое с Российской Федерацией, Федеральной налоговой службой, 18% составляет. Маркировка Минпромторга, это тоже 18%. И, как вы знаете, 5-летний проект у нас планируется уже с этого года, он приступил. Это модернизация инфраструктуры ГНС. Всемирный банк, финансируемый, это 21%. То есть это все из тех проектов и на общую сумму, где финансирование составляет 84 миллиона сумм. Это для нас немаловажный проект Всемирного банка, учитывая то, что у нас программный продукт, это ИСНАК, он уже тоже требует модернизации. Как вы знаете, если вы декларацию сдавали, да, была проблема и со сдачей, и загрузкой, выгрузкой базы данных, формированием для нас самих. Но эта оптимизация, она нам позволит и весь наш программный все продукты обновить.
Государственной налоговой службы по всей республике, обновить саму программу УИСНАК и ее оптимизировать. Ну и на этом, наверное, вам огромное спасибо, учитывая то, что этот блок должен был нам озвучить для вас заместитель председателя. На сегодняшний день он не смог сейчас подъехать, был на занятость, поэтому пришлось мне вам продемонстрировать данный слайд. Но я, наверное, ввиду как модератора, наверное, следующее слово предоставлю своему коллеге по презентации уже вновь внесенных изменений, да, в законодательство. Это буквально 12 марта было, да, принято постановление, 16 марта по упрощенной системе налогообложения на основе налога с розничных продаж. Спасибо, Шанара Самбековна. Добрый день, уважаемые участники сегодняшнего нашего круглого стола. Спасибо, что уделили время. Меня зовут Чангыз Муратбеков, я являюсь главным инспектором управления контроля по специальным налоговым режимам и хотел бы рассказать вам про упрощенную систему налогообложения налога на основе розничных продаж. Как вы знаете, налоговой службой для создания благоприятных условий налогоплательщикам, именно индивидуальным предпринимателям, был принят закон о внесении изменений в налоговый кодекс в части от главе 60 от 18 апреля, законом от 18 апреля 2020 года за номером 44. Данная система упрощенно позволяет индивидуальным предпринимателям, именно, получается, субъектам малого бизнеса. Насколько, как вы знаете, субъект малого бизнеса у нас те субъекты, которые объем выручки не превышает регистрационного порога по налогу на добавленную стоимость. Далее, постановление правительства 16 марта нынешнего года утверждено положение о порядке применения и условиях перехода на данный режим, где подробно было расписано постановка на учет и дальнейшие, кто может работать по этой системе. То есть это индивидуальный предприниматель, как я выше отметил, у которых регистрационный порог не превышает 8 миллионов, а также субъекты, те же индивидуальные предприниматели, которые в течение 12 календарных месяцев следующих подряд не превышает тоже регистрационный порог. Насколько вы знаете, на сегодняшний день у нас малый бизнес ведет деятельность, то есть на основе патента, без регистрации как плательщик индивидуальный предприниматель в налоговых органах. Поэтому здесь есть обязательное требование, это он обязательно должен быть индивидуальным предпринимателем, в налоговом органе зарегистрироваться. Также обязательно должен применять контрольную кассовую машину, независимо от форм производимых расчетов, то есть наличка и безналичный расчет, который применять ККМ, который соответствует новым техническим требованиям, утвержденным постановлением правительства от 24 июня 2020 года за номером 356. Преимуществом данной системы является то, что индивидуальный предприниматель за первый год с момента регистрации, за первый год он осуществляет деятельность по нулевой ставке, то есть налог идет 0. И в следующем году, например, если я смоделирую ситуацию, например, я как налогоплательщик стал на регистрацию в мае, но я автоматически становлюсь с 1 июня, и в течение года я могу работать по нулевой ставке. После окончания этого года уже действует ставка 1%. В следующем году 2%. И в третьем году 3%. Это ставка для наличного расчета. При безналичном расчете здесь идет ставка, сокращается на 50%, то есть льгота идет. Преимуществом также данной системы является то, что налогоплательщик, индивидуальный предприниматель, он освобождается от предоставления налоговой отчетности,
кроме единой налоговой декларации. Также здесь является то, что оплата этого налога после истечения 1 года осуществляется одним кликом. Как вы знаете, здесь вот я являюсь налогоплательщиком, вот проработал год, уже получается по нулевой ставке. И после окончания этого года уже все, система автоматически, система в уполномоченном налоговом органе, она высчитывает сумму налога, исходя из данных контрольно-кассовой машины, которые передаются к нам на информационный сервер. Здесь преимуществом является то, что налогоплательщик может увидеть сумму налога, налогового обязательства у себя в кабинете, в личном кабинете. Также внедряется вопрос через мобильное приложение. То есть налогоплательщик ему будет приходить уведомление о сумме налогового обязательства ежемесячно, не позднее 10 числа, в котором налогоплательщик, просмотрев эту сумму, если он согласен, то он уплачивает эту сумму не позднее 20 числа следующего месяца за отчетным. Также здесь необходимо ответить то, что налогоплательщик, здесь такой режим, что он не может применять никакой другой режим. То есть это общеустановленный налоговый режим, а также другие специальные налоговые режимы. Также, если вдруг при проведении контроля со стороны налоговых органов будут выявлены 2 факта неприменения контрольно-кассовой машины, то налогоплательщик с 1 числа следующего за днем этих выявлений 2 автоматически переходит уже на общеустановленный порядок. Такая же ситуация наблюдается, если вдруг происходит превышение порога регистрационного. Он также переходит на общеустановленный порядок. Здесь есть но, что он не имеет права в течение, с момента выявления этих 2, получается, случаев, в течение 12 месяцев он не имеет права переходить повторно на режим этот. И если вдруг налогоплательщик решил добровольно покинуть, бывает такие, он не хочет платить, например, 1 год поработал по нулевой ставке, и в конце, в 11 месяце он решил покинуть этот режим, ладно, он перейдет добровольно на общеустановленный, но также через 12 месяцев он придет на этот режим уже со ставкой следующего, с момента которого он покинул этот режим, то есть ставка 1%. В принципе, все. Спасибо за внимание. Вопросы, наверное, потом ответим, да? Один район территориальной Чуйской области для администрирования вот тех плательщиков, которые уплачивают платежи в виде реализации квитанций. В 2016 до 2018 мы администрировали плательщиков всех по страховым взносам в Октябрьском и в Соколукском районе. И на основании вот этих всех, учитывая ошибок, замечаний и предложений, с 2019 года мы полностью забрали все эти функции. В ходе пилота в этих 2 районах была сама внедрена система администрирования страховых взносов, учитывая то, что здесь администрирование страховых взносов в социальном фонде было чуть-чуть по-другому. Был реализован веб-сервис по обмену данными между ГНС и социальным фондом, учитывая то, что, опять же, при приеме от вас всех платежей и отчетов мы однозначно должны и передаем эту всю информацию в социальный фонд для дальнейшей персонификации данных по всем работникам. Были созданы условия в единых окнах, то есть вы приходили в одно место, сдавали все отчеты. На сайте налоговой службы были установлены электронные помощники по заполнению самой расчетной ведомости. То есть возможность сдать в электронном формате или хотя бы, по крайней мере, ее заполнить. Вот отчетной для нас полностью по администрированию является эта дата 15 января 2019 года. Но мы можем сказать, что мы приступили к созданию всех вот этих благоприятных условий для ведения бизнеса, в первую очередь, по возможности снижения административной нагрузки на юридические и физические лица. Это сдача в одном уже госоргане 2 отчетов по налогам и страховым взносам. И это, соответственно, один
проверяющий орган, который при проверке сразу проверяет все эти вопросы. Но здесь мы параллельно проводим анализ, уменьшение здесь наблюдалось финансовых затрат на уплату страховых взносов и предоставление отчетов. Если говорить цифрами, то мы в 2019 году собрали 32,4 миллиарда сомов. В 2020 году, несмотря вот на вот эту пандемию и на риск невыплаты пенсий, да, мы все-таки удержали этот вот риск и собрали 33,2 миллиарда с небольшим темпом роста. Но за 4 месяца уже у нас стабильно наблюдается рост исполнения прогнозных показателей. Это 8,5 миллиардов сом, 102,7% исполнения. Темп роста у нас на сегодняшний день составляет уже 115%. Но здесь один из показателей, который мы можем сказать, что это в положительную сторону передачи функций является, это охват всех индивидуальных предпринимателей, которые у нас приобретают патент по налогам, и на сегодняшний день это параллельно сразу приобретает страховой полис. Охват от выданных патентов и полисов в 2018 году, если составлял, это 41%, в 2019 году это уже 66%, и в 2020 году после уже внедрения электронного патента, полис включая, составляет уже 73,2%. Предварительно по уже первому кварталу 2021 года уже порядка 90% охват составляет. Но какие были проведены мероприятия по совершенствованию услуг? Это, как сказать, информационная система администрирования страховых взносов. Она постоянно у нас совершенствуется. И на сегодняшний день, я сказала, вот с учетом требований времени внесения изменений в УПА. Но внесено изменений было очень много. Кроме того, информация о задолженности по страховым взносам уже у нас в системе онлайн действует. То есть на сегодняшний день на портале государственных закупок, если вы участвуете в тендерах, да, там уже автоматически они в системе могут увидеть, имеется ли задолженность или не имеется по всем тем платежам, которые вы осуществляете по всей республике, если у вас еще имеются какие-то либо филиалы. Но где-то для многих это при участии в тендерах, я знаю, уже неудобство. Ладно, я по головному заплачу, там мне недоимка, пусть останется. Нет, все, погаси задолженность, потом будешь участвовать в тендерах. Кто-то раньше, может быть, подложные какие-то справки, если в бумажном это варианте предоставлял, или более задним сроком, то на сегодняшний день она уже в системе онлайн. Это мы можем проверить параллельно, и вы сами можете посмотреть, и мы сами уже проверяем с другими государственными служащими и госструктурами. И с учетом уже внесения изменений и автоматизации бизнеса своих процессов, сейчас она уже оптимизирована и более уже реальная. Кроме того, я вначале сразу сказала по показателям, это был реализован электронный патент, то есть с августа 2020 года были объединены формы патента и страхового полиса. То есть в том виде, который патент просто вы приобретали, будет это добровольный или обязательный патент, его уже нету. То есть если бланк самого патента посмотрите, то есть сразу уже там же имеется информация о действии, необходимой для заполнения по страховым полисам. Усовершенствован был электронный сервис, электронный патент, то есть не выходя из кабинета своего рабочего или из дома, имея доступ к нашей системе, вы можете приобрести сами электронный патент плюс полис. То есть он приобретается уже одним документом. Но сам полис, в котором он был в ранней виде, он не изменен, он остался, учитывая особенность, что может быть не налогоплательщик, а гражданин приобрести полис при выходе на пенсию, там, приобрести добровольный полис, да, для восстановления своего какого-то стажа. Отчет по страховым взносам можно предоставлять на сегодняшний день у нас по электронной почте. Они у нас дают, учитывая то, что мы в прошлом году реализовали, приняли временный регламент,
во время пандемии без явочного режима можно было сдать вам по электронной почте на адрес налоговой службы, сдать ведомость расчетную в XML формате. Но это делали параллельно, у нас, сами знаете, есть услуги электронного формата сдачи через DOSTEC, это у нас через ЭЦП сдачу, ЮБР, и на сегодняшний день это еще все у нас оптимизируется. Ну, дальше какие у нас проводятся мероприятия по совершенствованию услуг плательщика страховых взносов. Это прием страховых взносов через единые казначейские счета. Как вы знаете, социальный фонд, бюджет социального фонда, он принимается отдельно. Это те средства, которые собираются и аккумулируются на счетах социального фонда. Для удобства для налогоплательщиков мы буквально уже с января 2021 года все страховые взносы уплачиваются через единые казначейские счета Министерства экономики и финансов. То есть это единая платежная система, которая подключена весь полностью национальный банк, подключен. То есть через любой банк, а не тот банк, с которым ранее составляли договора социальный фонд по обслуживанию своих счетов. То есть через любой банк, который удобный вам, с кем вы работаете, да, контактируете, где у вас имеются счета, вы можете иметь возможность выплачивать как и налоги, так и страховые взносы. То есть в любой налоговой службе, в любом территориальном налоговом органе имеется один счет для уплаты налогов и один счет для уплаты страховых взносов. Но почему у нас не получился один счет, то это я сразу сказала, два разных бюджета. Республиканский бюджет, да, отдельно законом о республиканском бюджете, и здесь закон о бюджете социального фонда. На сегодняшний день, который вот еще мероприятие активно у нас проводится, это объединение формы отчетов по подоходному налогу, страховым взносам и трудовым отношениям. Эта объединенная форма, она заменяет 5 видов отчетности, и данное постановление было принято 27 января 2021 года за номером 24, где те плательщики, здесь эта рабочая группа, она работала не один год, буквально где-то не менее 3 лет. Возможность была, чтобы объединить, чтобы все налогоплательщики сдавали вот этот один отчет формы STI на сегодняшний день 161 формы. Это она себя включает сразу же и расчетную ведомость, отчет по подоходному налогу, отчет 1Т по труду, который сдается в Национальный статкомитет, и 2 вида отчетов у нас, которые сдаются, это 17-й форме и 58-й. Она у нас предусмотрена ежеквартальная и одна в годовом виде. То, что вот эта форма позволяет, сразу же отмечаю, что она только сдается в электронном формате, она исключает все ошибки, она имеет возможность сразу же предоставить, и в электронном формате у нас в рамках передачи информации обязательной идет эта выгрузка базы данных в социальный фонд, персонифицирована по всем работникам. И дополнительно у нас уже включается информация выгрузки базы данных, касающаяся статистических ваших данных, которые вы сдавали отчет в виде 1Т по труду. Потому что Национальный статкомитет на основании ваших данных формирует статистические данные в целом республике. Это среднемесячная заработная плата по регионам, это охват затраченных трудовых дней, там, количество рабочих мест и прочее, прочее. Ну, наверное, спасибо за внимание, и я сразу же, наверное, продолжу здесь уже презентацию данного вопроса. То, что здесь эти вещи мы сейчас уже в практическом виде будем сейчас вам дадим возможность, девочки наши, да. Вот это вот постановление, которое я сказала, 641, сразу даю вам, даю наводку от 31 декабря 2020 года, где все налогоплательщики уже у нас на сегодняшний день переходят на
сдачу отчетности только в электронном документе. Это однозначно, это на отчеты по налогу на добавленную стоимость тех плательщиков, которые уплачивают НДС, осуществляют импорт, экспорт товаров. Но получается, за исключением тех организаций, крестьянско-фермерских хозяйств, которые они перейдут с 1 января 2022 года. Этот бизнес-процесс мы тоже, если так сказать, автоматизируем. Кто у нас уплачивает в виде земельного налога и страховых полюсов в виде реализации квитанции, то это мы автоматизируем и тоже будет буквально в ближайшее время реализовано. То есть уже с 1 апреля, да, сроки перехода для организаций, для индивидуальных предприятий, которые еще не готовы, уже будут сдавать в электронном виде. То есть уже по чуть-чуть у нас, как мы говорим, контакт с налогоплательщиком будет уже исключаться. Мы будем где-то переходить на доверительную сторону, но при этом какие-то контрольные мероприятия через ККМ онлайн, через СФ, это уже будет параллельно вестись. Вот это 24-е постановление 27 января 2021 года об утверждении форм отчета по подоходному налогу посредством государственного социального страхования трудовым отношениям. И здесь данным постановлением утвержден сам порядок заполнения представления, где налогоплательщики уже обязаны за апрель месяц до 20 мая сдать отчет по новой форме STI 161. Это касается, я думаю, сам подоходный налог, это касается всех организаций, да, затрагивает здесь сидящих. Но я хочу пояснить, что кто сдавал 132 и 133 форму отчетности по подоходному налогу, она остается для вас по-прежнему, если кто-то из вас сдает. Но то, что страховые взносы, для них особенность то, что неважно, у них все централизовано, и начисление пенсии у них идет учет централизованный, и нет у них необходимости учетной и налоговой регистрации. Но для налогов это однозначно важно, потому что здесь, сами знаете, это республиканский бюджет, есть налоги и налоги местных бюджетов. А местного бюджета подоходный налог это является он 100% на сегодняшний день. Раньше, если он у нас делился, то на сегодняшний день это 100%. И было уже изменено и внесено в законодательство то, что регистрация, уплата страховых взносов осуществляется по месту регистрации в налоговых органах. То есть, если у вас не было регистрации, если по учетной регистрации по социальным отчислениям, то вы на сегодняшний день должны обратиться либо в социальный фонд, районное управление социального фонда, либо в налоговую службу, и вам уже присвоится регистрационный номер по месту учетной регистрации по подоходному налогу. И будет возможность сдать вот этот объединенный отчет 161. То есть он в себя опять же включает отчет по подоходному налогу, расчетная ведомость и государственного статкомитета форма отчета 1Т по труду. И вот эта форма по подоходному налогу STI 134, вот в котором вы сдавали, да? Она вот, сами видите, буквально состоит из двух разделов. Это сам данный раздел 1, информация о самом налогоплательщике, ИНН, адрес, фактическое местонахождение и за какой период вы сдаете, соответственно. И второй раздел уже сама информация по подоходному налогу. Вот сама отчетность, которая сдавалась в виде сдачи расчетной ведомости. Это по каждому плательщику, по каждому самому сотруднику организации. Этот отчет 1Т по труду, который в себя включает сразу же краткие указания и вся информация, которая необходимо заполняться. Ну, для вас, наверное, это уже не новое, да? Давно знакомое. Вот это уже отчет новой формы, 161. 161, она уже себя включает 4 раздела, вот основных. Первый раздел – это информация о самом налогоплательщике и подоходного налога, и страховых взносов. Второй раздел включает
сами отчетные данные, информация по налогу, по отчислениям, которые будут уже автоматически сюда выходить у вас в электронном формате, исходя из приложения. Третий и четвертый раздел, он в себя включает информацию о самих работниках, выплаты, включаемые в заработную плату, это уже данные из отчетного данных 1Т по труду. Это работники списочного состава, вновь принятые, вновь какие-то ликвидируемые, освобожденные какие-то рабочие места. То есть это все информация, которая необходимо вам вносить будет вручную. Она никак не включает в себя ни автоматизацию, она не предусматривает. Потому что здесь по статистическим данным какие-либо расходы вы, может быть, здесь предусматриваете, то есть будет это все вбиваться вручную. То есть в автоматическом режиме нету никакой возможности его вытягивать или выгружать сюда в информацию. То есть эта вся информация будет здесь частично для налогового, для анализа проводиться. Выгрузка информации здесь по приложению будет социальный фонд, а вот по третьему и четвертому разделу будет выгружаться вся информация на Статкомитет. Но мы вот сразу сходим из того, из практики, при проведении анализа, вот здесь вот, если смотреть, доходы необлагаемые подоходным налогом и те платежи, которые страховые взносы, на которые не начисляются. Вот даже если посмотреть визуально по 167 статье, да, вот это вот все доходы необлагаемые подоходным налогом, да, а с этого, с правой стороны, если посмотрите, здесь по 12 статье закона о социальном фонде, здесь страховые взносы, на которые не начисляется отчисление. То можно сказать, что вот здесь по налогам они у нас продолжаются и еще раз продолжаются, да, по страховым взносам уже, как сказать, остановились, да, вот здесь вот из 17 пунктов она исходила. Это о чем говорит? То, что законодательства совершенно разные, да? Объединить вот это все в один отчет было очень сложно, очень, как сказать, проблематично, и требовалось, и требуется на сегодняшний день, объединение вот этого отчетов показало, что необходимость есть внесение изменений. Чтобы это было для вас проще, чтобы это было проще для администрирования, проще было для учета и для проведения, соответственно, анализа. То есть вот это будет работа проводиться. Если будут какие-то у вас замечания, предложения, может здесь включать, здесь исключать, здесь оставить, туда включить. Потому что, как вы знаете, на уровне Джоорку Кинеши там не одной, а несколькими рабочими группами в лице депутатов Джоорку Кинеши, экспертов, уже были попытки, предложения по, как сказать, в виде социального налога, да, снижение ставок по страховым взносам, возможности, например, уже реализации в виде социального налога. 10% по подоходному налогу, 10% на страховые взносы. И вам бы легче было, бизнес-сообществу, да, и для налогоплательщиков, и для нас, для администрирования единая база и единая база исчисления. Но это сейчас будет уже рассматриваться, но это однозначно требует внесения изменений и реформы пенсионной системы. Но сейчас мы непосредственно уже передам я слово своим коллегам, чтобы они уже на самой базе, учитывая то, что уже сегодня у нас с вами 7 число, до 20 числа, если кто сдает в этом виде формы отчетности, вы должны будете предоставить только в этом и только в этом виде. То есть все вот эти отчеты свои исключаете, ранее ведомства, и сдаете в этом формате. Сразу же будут какие-то вопросы, сразу непонятные, если какие-то там, мы сразу вам дадим разъяснение. На сегодняшний день уже в боевую базу сегодня залили, и возможность сдачи у вас даже после семинара будет сдать этот отчет за апрель месяц. Среди вас, которые сдают 132-ю, 133-ю форму отчетности, можно руку поднимите? Есть, да? Но, коллеги, мы здесь сделали опрос, пресс-служба Государственной налоговой службы, опрос среди бизнес-сообщества, да? Готовы ли вы перейти на вот эту форму отчетности? Потому что до приезда к вам мы провели немало семинаров, совещаний, круглых столов,
в городе, в Чуйском регионе. И в основном крупный бизнес уже говорит, хорошо, месяц-два мы чуть-чуть вот здесь вот помучаемся, да, но здесь чем оно удобно, вот эту загружаете всю базу данных в данный, в электронный формат, себе сохраняете, и в следующий месяц его будет возможность выгрузить, поменять период, поменять данные какие-то по некоторым работникам, что-то либо изменилось, да, в течение месяца, может кто-то в отпуск ушел, что-то может кто-то вновь принятый или на больничном, и возможность его уже сразу сдать за следующий период, следующий. То есть опять же не мучиться и не проводить какие-то лишние свои движения. Но и малый и средний бизнес уже готов, желающие есть, говорят, ну какая разница, мы ежемесячно опять все равно придем вам ведомость сдавать, да? Квартально опять пойдем подоходность сдавать, нам над статком надо идти. Давайте мы лучше сюда перейдем. Ну, я думаю, если добровольно здесь возможно, но если кто-то писал заявление, что мы вот малый и средний бизнес, то если это вам надо в любом случае дождаться конца года, потому что законодательно пока мы в обязательном порядке вас не перевели. Ну, наверное, да, уже предоставлю слово. Вот Бермет, наверное, разрешите предоставить слово. Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики и гости сегодняшнего круглого стола. Сейчас мы вам покажем уже техническую часть по заполнению 161 формы. Хочу отметить, что есть несколько видов формирования и предоставления отчетов. Первое – это с помощью электронного помощника калькулятора. Сейчас именно на этом примере мы покажем. Также можно предоставить данный отчет через операторов отчетностей, Достек, ЮБР, то есть они тоже на своем уровне уже провели свои технические работы. А также можно выгрузить данный отчет с 1С бухгалтерии. Для того, чтобы сдать данный отчет через электронный помощник, вам необходимо зайти на ссылку сервис Салут KG. Вот он, данная ссылка. Таким образом выглядит главная страница электронного помощника. Здесь есть кнопки «Сформировать документ», «Проверка сформированного документа» и «Документация». Давайте нажмем на кнопку «Документация». Здесь есть следующие блоки. XSD-схема, описание полей XSD-схемы и руководство пользователя-помощника. Вот эти два блока, они предназначены для программистов, которые помогут вам выгрузить данный отчет с 1С бухгалтерии в том формате, который необходим для налоговой службы. То есть здесь есть все описания полей, вы можете их закачать, посмотреть, но это более на языке программистов, да? Вот я просто продемонстрирую сейчас. Третий блок – это руководство пользователя. Это, так скажем, некий помощник по заполнению на обычном вордовском варианте, прописанный, так скажем, человеческим языком, с рисунками, с картинками, пошаговый как бы помощник, какие поля, какие данные необходимо вам заполнять. То есть на первых порах это будет ваш помощник. Следующая кнопка – это проверка сформированного документа. Допустим, вы в этом месяце первый раз сформировали документ. В следующем отчетном периоде вы можете зайти в проверку сформированного документа и здесь нажать кнопку «Выберите файл» и загрузить предыдущий файл. И на основе предыдущего файла уже вводить какие-либо коррективы, менять отчетный период, менять сотрудников. Допустим, кто-то у вас вновь принятый, либо уволенный, либо в отпуске и так далее. Сейчас мы сформируем новый документ, вот как будто вот первый раз даете 161 форму. Здесь вам необходимо ввести ИНН. И далее нажимаем кнопку «Сформировать». Данный отчет состоит из 4 разделов, а также приложения.
Первый раздел содержит в себе информацию о плательщике. Второй раздел – информацию по подоходному налогу и отчислениям по государственному социальному страхованию. Второй раздел можно не заполнять, он автоматически выходит после заполнения данного приложения. То есть итоги приложения у вас будут отображаться во втором разделе. Третий и четвертый раздел – информация о работниках и выплаты, не включаемые в заработную плату. Эти данные выгружаются в Национальный статистический комитет. Эти данные вбиваются вручную, они все корректируемые, то есть все бухгалтера, да, которые предоставляли до этого отчет по труду, знают, да, какие данные сюда необходимо вводить. Так, начнем, да, сначала. Первый раздел – информация о плательщике. Выбираем тип отчета. Здесь может быть первоначальный, уточненный, либо же ликвидационный. Ну, на первых порах у всех, скорее всего, будет первоначальный отчет. Далее регистрационный номер плательщика. Нажимаем на выборку. Здесь может быть один рэк-номер, либо же у вас, если несколько регистраций в социальном фонде, здесь может быть два рэк-номера. Допустим, он выходит автоматически. Здесь два рэк-номера, то есть у плательщика регистрация по основной и по филиалу. Он должен выбрать правильный рэк-номер, допустим, вот по основной. Далее выбираем код и наименование налогового органа по налоговой или учетной регистрации. Допустим, Октябрьский район. Далее код ОКПО. Проверяем его. Оно корректируемое поле. Это все данные берутся с 24-й формы базы ИСНАК. Возможно, какие-либо данные устарели, либо неправильные, поэтому вы можете их стереть и откорректировать. Далее, следующее поле – коэффициент высокогорья. Выбираем его. Вид тарифа. Вид тарифа выходит автоматически, он привязан к регистрационному номеру. Все мы знаем, да, что когда плательщик встает на учет в органах социального фонда в качестве плательщика страховых взносов, соцфонд выдает извещение с указанием регистрационного номера, а также вида тарифа. Здесь уже автоматически идет привязка вида тарифа к рэк-номеру. Кто ранее заполнял расчетную ведомость на сайте налоговой службы через электронный помощник, знает, да, что при выборе вида тарифа там выходил весь список видов тарифов. И зачастую бывало так, что плательщики выбирали неверный вид тарифа. Здесь мы как бы исключили данную ошибку. В данном случае наш плательщик является основным для юридических лиц. Выбираем. Далее выбираем ОПФ, организационную правовую форму. В нашем случае это ОСО, то есть организация с ограниченной ответственностью. Вот она. СОАТ выбираем. Получается, выбираете СОАТ. Далее выбираете код ГКЭТ, государственный код экономической деятельности. Эти данные необходимы для нацстаткомитета. Далее выбираете форму собственности. Допустим, здесь частная собственность. Далее проверяете почтовый индекс, контактный телефон. Здесь можете ввести, если у вас телефон поменялся, либо же данные неверные, адрес электронной почты. Оно тоже обязательное поле, то есть оно никакой проверки не проходит, но если вы его не заполните, оно будет выдавать как ошибка. Далее выбираем область, район, адрес и отчетный период, за который вы хотите предоставить отчет. Здесь нажимаете на календарик и выбираете начало отчетного периода. Допустим, я хочу сдать за апрель месяц. Выбираю 1 апреля, конец месяца автоматически выходит. Количество рабочих дней по умолчанию стоит 22. Но вы можете поставить любое количество рабочих дней. Допустим, возможно, ваша организация работает в выходные дни. Далее, первый раздел мы заполнили. Здесь хочу обратить ваше внимание, что некоторые поля закрашены белым цветом, некоторые серым цветом. Это означает, что белые поля поддаются корректировке, выборке, да, то есть здесь есть выпадающий список, либо же можно что-либо поменять. Что касается серых полей, они автоматически выходят по умолчанию. Ну, насчет ИНН и наименования понятно, а здесь насчет ЦМЗ это среднемесячная заработная плата, установленная Нацстаткомитетом за предыдущий календарный период по каждому району и городу.
Также минимальный расчетный доход, то есть это установленные данные, которые не поддаются никакой корректировке. У меня был выбран Октябрьский район, то есть город Бишкек, то есть СМЗ по городу Бишкек составляет 21 082 сома, МРД 4782 сома. Таким образом, мы заполнили первый раздел, информацию о плательщиках, переходим во второй раздел. Как я ранее сказала, второй раздел мы не заполняем, он автоматически будет заполнен после того, как мы заполним само приложение. То есть итоги приложений отобразятся во втором разделе. Мы в конце вернемся к этому разделу. Что касается третьего и четвертого раздела, информация о работниках и выплаты, не включаемые в заработную плату, это данные для Национального статистического комитета. Здесь автоматической какой-либо привязки к какой-либо базе, либо же какого-то расчета нету. Здесь бухгалтер сам вводит все данные, которые он вводил, когда предоставлял отчет по труду. Здесь количество работников, количество принятых работников, выбывших за данный отчетный период, за который мы предоставляем отчет. Да? Также вот все бухгалтера, которые сдавали, знают, и если есть какие-то новенькие бухгалтера, я бы посоветовала бы, да, вот, прочесть постановление номер 24 от 27 января 2021 года. Там четко указан весь порядок по разделам, как заполнять, да, там все написано. Далее, приложение к отчету по подоходному налогу и отчислениям по госстрахованию и трудовым отношениям. То есть это самая главная, так скажем, кульминация, куда необходимо будет вводить каждого наемного работника. Нажимаем. На первый взгляд он выглядит немножко громоздким, здесь потому что очень много полей. Все поля были необходимы, и исключить какие-либо поля не было возможным. И для того, чтобы он не был таким длинным и вам было удобнее, чтобы не двигать его, мы, программисты, его разработали в неком таком двухэтажном, да, виду. Смотрели возможность в два ряда. Если, как вы знаете, декларацию сдаете, вот она там надо дальше двигать, но в данном случае, чтобы для удобности на одном поле было видно вот вся информация, и она продолжается вот дальше по своему работнику, она уже во втором ряду. То есть наглядно будет все видно будет в одном рабочем поле. Здесь нажимаем кнопку «Добавить». В первый раз придется каждого наемного работника добавить по отдельности, то есть каждого. В следующем отчетном периоде вы уже будете выгружать предыдущий отчет и вводить просто изменения. Так, первая графа – это ПИН работника. Вводим ПИН. После ввода система проводит автоматическую проверку с базы ГРС. Вот автоматически отображается фамилия. Далее выбираем категорию работника. Здесь есть несколько категорий. Сейчас мы постараемся показать на примере разных категорий. Пусть первый у нас будет как основной работник. Рядом код и гражданство. Выбираем, здесь есть все республики. По умолчанию у нас стоит Кыргызская республика. Дата начала работы, дата окончания работы. Здесь вам необходимо указать, в отчетном периоде, с какого дня, по какой данный сотрудник отработал. Рабочие дни выходят по умолчанию, исходя из первого приложения. Отработанные дни, здесь вы можете уже корректировать, сколько дней в данном месяце отработал сотрудник, допустим, 20 дней. Далее код дохода. Обычно будет доход от работы по найму, но здесь также есть вознаграждение по договорам, дивиденды, роялти. Да, здесь доходы включены те, учитывая то, что данный отчет включает 17-58 форму. То есть некоторые данные, они будут, может, по итогам года включаться здесь, если доходы, дивиденды будете выплачивать или какие-то роялти, у вас доходы, может быть, разовые будут или по итогам года. Допустим, доход по найму. Следующая графа – общая сумма начисленных доходов. Здесь набираем сумму заработной платы по подоходному налогу. Эта сумма автоматически перепрыгивает на следующее поле, доход, на который начисляются страховые взносы. Но данное поле корректируемое, то есть здесь вы можете ввести 9000 сомов. Почему? Потому что облагаемые и необлагаемые части по подоходным и по страховым взносам разные. Вот как сказала Чинара Самбековна, допустим, получается, доходы, необлагаемые подоходным налогом, состоят аж из 44 пунктов.
а выплаты, на которые не начисляются страховые взносы, состоят из 13 пунктов. Поэтому здесь базы могут быть абсолютно разные. И исчисление будет от каждой базы отдельно. Следующая графа ДОП-фонд. Да, все мы знаем, что если указать фонд оплаты труда по страховым взносам менее 40% исчисленных от СМЗ, то система вам насчитает, будет применять дополнительный фонд оплаты, который работодателю необходимо будет уплатить. Допустим, я сюда давайте введу 8000, чтобы посмотреть, рассчитает ли ДОП-фонд, потому что СМЗ по городу Бишкек 21 082 сомма, 40% составляет 8432. То есть я ввела меньшую сумму. В итоге, когда я нажму кнопку «Рассчитать», мне система должна рассчитать дополнительный фонд. Далее, следующий раздел. Сюда вы можете ручками вводить доходы, не облагаемые подоходным налогом, да, согласно статье 167. Далее, вычеты, стандартные вычеты, они в себе содержат количество иждивенцев, персональные вычеты и удержание на госсоцстрахование. Допустим, у данного работника имеется 2 иждивенца. Это 2 расчетных показателя, автоматически дает нам 200 сомов. Автоматически применяется персональный вычет в размере 650 сомов. И далее, для того, чтобы уже система насчитала сумму подоходного налога и страховых взносов, нажимаем кнопку «Рассчитать». Вот итоговая сумма стандартных вычетов. Налоговая база подоходного налога 9150 сомов, от которых 10% составляет 915 сомов. В нижней части информация о страховых взносах. Сумма ГНПФ, сумма пенсионного фонда, внутри которого также сидит сумма с работодателя. Она также отдельно отражена в данном поле. Таким образом, мы заполнили, вот, допустим, одного сотрудника. Далее нажимаем кнопку «Сохранить». Добавляем следующего. Следующий пусть у нас будет, допустим, нерезидент. Все мы знаем, да, что с 1 января 2021 года вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся глав членов ЕС, о том, что основной целью которого является формирование пенсионных прав члены трудящихся глав ЕС будут уплачивать страховые взносы наравне с гражданами Кыргызской республики, то есть 27-25%. Раньше они выплачивали как иностранные граждане, да, то есть как нерезиденты. Если сейчас выбрать кнопку «Нерезидент», то из стран отсутствуют страны-члены ЕС, для того, чтобы вы не совершили ошибку. То есть это страны Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия. И Турция, да. Есть еще договор с Турцией. Допустим, мы выбираем нерезидента из Антарктиды, допустим. Как вы заметили, автоматически кнопка «Стандартные вычеты» неактивна, потому что, согласно налогового кодекса, нерезидентам стандартные вычеты не применяются. Допустим, отработал 20 дней, заработная плата 10 000 сомов. Фонд оплаты труда по страховым тоже 10 000 сомов. Нажимаем кнопку «Рассчитать». А вот сумма подоходного налога и сумма социального фонда. Нерезидент у нас уплачивает 3%, то есть 300 сомов. Да? Нажимаем кнопку «Сохранить». Далее добавляем следующего сотрудника. Давайте попробуем добавить совместителя. Система вообще не дает добавить дважды одного и того же сотрудника, кроме случаев, если данный сотрудник является совместителем. В таком случае необходимо поставить галочку на кнопку по совместительству. Допустим, я вот уже вводила данный ПИН, вот я ввожу его еще раз. Он у нас, допустим, работает по совместительству. Ставлю галочку на кнопку по совместительству. То есть в первый раз он у меня шел как основной работник, допустим, он был бухгалтером, а также он по совместительству работает, допустим, охранником, да, МОП. Выбираем МОП. То есть здесь обязательно нужно выбирать другую категорию и ставить галочку по совместительству. Только в таком случае система примет дважды одного и того же сотрудника. Рассчитать и сохранить. Так,
Так, ну давайте еще одного попробуем добавить, да? Попробуем добавить сотрудника, который в данном отчетном периоде был полностью в отпуске, либо же отсутствует по причине трудовой недееспособности. В таком случае дата начала и дата окончания периода будет полный календарный месяц, но так как его не было в данном календарном месяце, отработанные дни необходимо поставить 1, фот будет нулевой, и нажимаем кнопку «Рассчитать». Видите, значения все нулевые, и нажимаем кнопку «Сохранить». Таким образом мы добавили 4 наемных работников. После того, как вы добавили полный список своих сотрудников, нажимаем обязательно кнопку «Проверить». В случае, если вы какие-либо поля забыли заполнить, либо какие-то ячейки были неправильно оформлены, сверху выйдет красным ошибка с описанием ошибки. В данном случае у нас ошибок нету. Так, почтовый индекс у нас был, оказывается, пятизначный. Сейчас добавим еще одну цифру. И обратно нажмем кнопку «Проверить». Смотрите, раздел 2, он автоматически заполнился после того, как мы заполнили приложение. Вот здесь все поля серые, они автоматически заполняются, помимо графы 211 и 212. Их бухгалтер будет вводить вручную. Здесь, получается, налогоплательщик указывает сумму, фактическую заработную плату, которую он уплатил наемным работникам. Допустим, 271. Фактически, какую сумму платили, то и указываете, получается. После того, как вы указали данные суммы, нажали кнопку «Проверить», наверху вот эта кнопка «Выгрузить» стала активной. То есть вы полностью заполнили весь отчет и уже можете нажать кнопку «Выгрузить». После этого отчет выгружается у вас в папке «Загрузки», вы его открываете, сохраняете себе на рабочий стол, вот он. Далее заходите к себе в личный кабинет. Сейчас я не могу зайти в личный кабинет, да, потому что я просто физическое лицо, мне для этого нужно был ИНН организации. Там в разделе «Подача электронной отчетности» будет такая же кнопка «Загрузить», которую вы нажимаете, он у вас спросит, какой файл у вас загрузить, вы выбираете вот данный файл, он в формате XML, и нажимаете кнопку «Отправить в ГНС». Таким образом вы, получается, отправляете отчет. Ну, в принципе, все по заполнению. Ну, у вас, я думаю, наверное, сразу кто-то возмущение, да, кто-то вопросы. Если есть какие-то сразу вопросы, давайте с вами пройдемся. У нас по времени мы, в принципе, укладываемся. Мы буквально должны были еще полчаса, минут 40 на вопросы-ответы нам с вами уделено. Вопросы, если ответы будут, потом у нас по графику уже кофе-брейк. Если есть вопросы, руку поднимайте, мы микрофон будем. Или нажимать, да? Заново, да, попробуем? Данный отчет буквально сегодня вот в электронном формате уже в кабинете налогоплательщика загружен. Дополнительно хочу сказать, кто работает через программный вот это 1С, какой-то программный продукт, да, уже готовый. Те компании, которые работают по разработке данных услуг, они также готовы уже, в принципе, реализовать. То есть, если у вас есть там система какая-то определенная, каких-то компаний загружена 1С, да, там в основном кто работает, то она уже автоматически позволит вам в электронном формате выгружать этот отчет. То есть даже его не делать, а формировать, создавать, выгружать и отправлять.
Но в любом случае его надо, наверное, сохранять как-то в папочку, отчет там за апрель, за май в XML формате, потому что даже визуально мы его пытались сделать в бумажном, да, многие говорят, в бумажном, не знаю, может быть, бухгалтера такая категория людей, да, которые хотят все увидеть, нарисовать, прочертить. Но она даже в действительности в Excel формате вот такой вот огромный очень. Но в будущем, я думаю, может быть, если все это будет еще законодательно внесено будет изменение, может быть, она даже уже оптимизируется где-то. Но время не стоит на месте. Это первый этап, это у нас объединение отчетности. Второй этап будет внесение изменений законодательные, уже третий этап уже оптимизация и прочее вопросов. Здесь, в принципе, и до этого периода и территориальная налоговая должна была провести уже с вами где-то семинар, совещание. Но пользуясь сегодня моментом, чтобы вас всех так сильно не собирать, да, здесь и наши партнеры проекта организовали круглый стол, и благодаря этому мы вот вас чуть-чуть ознакомили, и параллельно и сразу с функциями, которыми вот этими бизнес-процессами мы реализовали новые, сразу ознакомливаем. Буквально вы вот как-то так сразу в ногу со временем, и сегодня как раз этот день, где мы только вот бухгалтера здесь, и вопросы, я здесь так поняла, параллельно пока выходила, да, и по высокогорью они возникли, потому что изначально, когда мы этот вопрос поднимали, социальный фонд с своей стороны говорил, тот сотрудник, который выходит уже на пенсию, да, и по высокогорью где-то работает особые у него условия работы, то мы изначально, ну, в любом случае мы их перепроверяем, да, просто так высокогорью присвоить, там, это обязательности требования и проживания, и обязательности нахождения там, по списку, там, первый, второй список, да, по высокогорью это действует, то этих работников обязательно еще перепроверяют, учитывая то, что здесь вот может быть в общей категории он в общем выходит, да, а у него самого условия труда особые. Относительно сразу я вначале озвучила, что если есть учетная регистрация, это надо встать на учетной регистрации, где вы уплачивали подоходный налог. То есть уже подоходный налог со страховым взносами, он уже идет в одной связке. То есть где уплачивается подоходный, там страховой взнос. Для нас единая база однозначно должна быть. Потому что при передаче функций мы выяснили такие факты, что по подоходному налогу указывались теми же самыми налогоплательщиками где-то 10 граждан, 100 граждан, а по соцотчислениям 1 или 2 буквально. Или суммы доходов разные указывались. Ну, а указывал где-то наоборот. По расчетной ведомости граждан больше указывал, что это потом на пенсию будущую идет, а по подоходному скрывались. То есть эта система, она уже позволит исключить, как сказать, выпадений по учету налогоплательщиков. Потому что в течение 2 лет мы пытались свести и базу данных плательщиков по страховым взносам и подоходному налогу, у нас не получилось. А здесь у нас однозначно это будет уже единый учет. А если впоследствии уже будет, может быть, и ставки, может быть, пересмотрены, исходя из того, что рисков в том тоже не должно быть, сразу ставки снизить в 2-3 раза, это тоже невозможно, потому что на сегодняшний день это постоянный процесс. Уплаченные все страховые взносы, месяц в месяц идут на уплату, на следующий месяц до 10 числа на уплату пенсии нашим родителям. В таком формате. Потому что пенсионная реформа, она также требует изменений, внесений. Как вы знаете, чтобы пенсионная система, она работала стабильно, это на одного пенсионера, да, это международная организация, МОД, да, организация труда, расчет проводила, на одного пенсионера должно быть 3 работающих. Да? То есть один пенсионер, для него обеспечить стабильную уплату страховых взносов, отчисления, это 3 работающих. На сегодняшний день в Кыргызстане это у нас 1 к 1. То есть той система оптимальная у нас, надо ее достигать, повышать учетом увеличения количества отчитывающихся налогоплательщиков, уплачивающих страховые взносы. Потому что на пенсию в любом случае мы с вами тоже пойдем. Но вот если вот так вот, ну, вопросы, я думаю, должны быть у вас. Да?
даже вот вы, выйдя отсюда, по возможности вы уже предыдущий какой-то возьмите отчет, протестируйте, введите, чтобы у вас аналогичный отчет, результат данных за ранее сданный отчет, он должен выйти на ту же позицию. Ну, я думаю, вместе с вами, ну, месяц-два, может быть, какие-то для вас будут неудобства, может быть, затрачены времени, потому что крупный бизнес у нас, который сосредоточен в городе Бишкек, тоже указывал, что у нас 3000, 2000 работников, и их надо вот всех ввести. Но сегодняшний день я вот сейчас вот тоже подключена к этим всем рабочим группам, где вот бизнес-сообщество переписываются, свои замечания, предложения дают. Но буквально сейчас уже говорит, выгрузка уже там произошла где-то успешно, у кого-то еще что-то там загружается, вгружается. Здесь сама платформа разработана отдельно. Она не загружает ни нашу систему ИСНАК, ни систему, разработаны отдельные модули, как вначале говорила на слайдах. Администрирование страховых взносов у нас отдельный программный продукт. Она выгружается после формирования этих отчетов по подоходному налогу пока в систему ИСНАК по учету для налоговиков это, и для системы учета администрирования страховых взносов вот эту систему АСВ. В будущем, вот в рамках реализации проекта уже со Всемирным банком, который, я вам сказала, 5-летний у нас намечен, это закупка нового оборудования для налоговых служб, новых процессоров, новых для хранения баз данных, для оптимизации всех этих процессов. Это все будет модернизировано, буквально в этом году уже мы начнем. Будет уже, скорее всего, какая-то единая платформа базы данных для удобства для вас, чтобы вы могли видеть и обязательства ваши, и уплаты всех налогов и платежей в единой системе. Это все делается и для налоговой службы, для исключения вот этих вот всех факторов рисков выпадений. Параллельно все вот эти бизнес-процессы по объединению вот этих администрированию платежей, она все идет, все параллельно, по администрированию и задолженности, по администрированию и по проверкам. То есть один сейчас проверяющий уже будет выходить один акт, одно решение, исходя из проведенных проверок. То есть в электронном формате оно будет все оптимизировано, систематизировано, и факторы риска у нас, по которым осуществляются проверки, тоже будут пересмотрены. Есть какие-то вопросы, может быть? У меня вопрос. Сразу представьтесь, если не сложно. Солнцевого района у нас централизованная бухгалтерия. У нас там 35 школ. И получается так, у нас где-то 2000 сотрудников, да, основной. Каждый раз будем набирать вот это все поименно, каждый месяц, отчетный период. Я вначале чуть-чуть, мы остановились для этого особенности, что первоначально в любом случае 2000 сотрудников вам хотя бы для создания какой-то базы по этой отчетности ввести надо будет. В следующие периоды вы уже выгрузите предыдущий файл, период автоматически сможете здесь поменять, сами отработанные дни здесь с учетом периода поменяются. И если есть какие-то изменения по какому-то работнику отдельно, вы туда зайдете, если он был на больничном, если он ушел в отпуск, или вновь принятый, или вновь уволенный, то вы по нему внесете изменения, есть возможность удаления, да, если объяснили коллеги здесь мои, вы удаляете данного сотрудника, но если он полностью там в отпуске, хотя бы один день указывайте, что работник, чтобы у него трудовой стаж шел. Доходы там 0 получает. Кроме того, вот эту данную форму отчетности вам удобнее будет сдавать, если вы ранее сдавали через ваших интернет-провайдеров, это Достек, там, Енот, ЮБР, и там какие у вас услуги есть. Первый период вам в любом случае, вот это для создания вот этой базы, вам надо будет все это ввести. Учитель по учебной части, учительница по учебной части, зауч болуш дейт, сабак берет и заменада кылса, ошол азыр бул базага отургузганда. Очень хороший вопрос, Дело в том, что вот здесь мы вот эти вот по совместительству.
Здесь я, если, допустим, основной работник, работаю учителем, в базу данных все вносится полностью. Для меня применяются стандартные вычеты по иждивенцу и прочее, прочее. Дополнительно, если я уже после работы остаюсь там или охранником, или техничкой, опять же, моя информация вводится, уже здесь все исключается и как по совместительству. То есть не применяются вот эти персональные вычеты по иждивенцам, которые на каждого работника они обязаны применяться. То есть вы вносите, какую зарплату предусматривается для данного сотрудника. То есть он у вас пройдет 2 раза, 3 раза, 4 раза. Если вдруг он у вас еще как-то какие-то услуги, там, как сантехник провел разовый, или там еще электрик, или еще что-то, один и тот же сотрудник. Здесь, в принципе, расчетная ведомость вы всегда сдавали и сдаете испокон веков, да? Вопросов, я думаю, здесь и не было в основном, когда при создании данного программного продукта все вопросы возникли при уже расчете подоходного налога. Как изначально я сразу сказала, облагаемые и необлагаемые базы данных, они совершенно разные. Здесь, допустим, необходимо надо ввести, вот мы как сказали, облагаемые подоходными и необлагаемые подоходным. Вы в конце года там всем подарки раздадите, или медики нам говорили, мы всем халаты раздали, как мы его здесь суммарно будем. Ну, добавите в облагаемый, необлагаемый уже за вычетом данной суммы. То есть вот эти все они нюансы будут однозначно, потому что постановлением 24-м она сама утверждена была инструкция по заполнению отчетов. Но вот это, учитывая ваши замечания, вот эти предложения, она чуть-чуть даже видоизменилась, которая была утверждена формой и уже в электронном формате, но здесь у нас уже есть и электронный помощник, да, там руководство по заполнению самого отчета, она уже чуть-чуть изменилась с учетом утвержденной самой формы, самого постановления. Все вначале просили вот руководство пользователя помощника по заполнению формы CI 161. То есть мы буквально его каждый день меняли. Здесь она больше удобнее для программистов, но я думаю, вы уже здесь бухгалтера-чуть-чуть программисты, да? Как входить в помощник, как заполнять, куда нажимать, куда вот сюда сформировать, туда зайдете, выгрузить куда, где здесь проверить и прочее. Вся информация, я думаю, здесь тоже будет для вас удобно. Что она сюда включает, что она из себя исключает. Потому что здесь все облагаемые и необлагаемые доходы мы как по возможности идентифицировали, как карту соответствия сделали, чтобы данная возможность была и выгрузка в базу данных социального фонда, чтобы вот те доходы, которые здесь называются, может быть, по подоходному по-другому, по ведомости, он как основной работник или как вообще не облагаемый. То есть вот это вот все было сложно привести в одну, как сказать, такую прямую плоскость, но мы по возможности все это привели в соответствие, и однозначно это законодательность требует внесения изменений. То есть, если смотреть налогами, мы по подоходному налогу собираем порядка в год база 11-12 миллиардов сумм. На утвержденный бюджет по страховым взносам бюджет социального фонда на 2021 год это 38 миллиардов. То есть в совокупности это составляет по вот данным платежам это 50 миллиардов сумм. Если по косвенным налогам мы собираем от 30-40 миллиардов сумм, да, это треть бюджета мы считаем. Здесь, грубо говоря, это половина бюджета, которая ежемесячно сразу же однозначно уходит на выплату пенсий и заработной платы. То есть это большой бюджет, это большой, как сказать, блок требующий администрирования, учета базы данных. Это большой бюджет для вас, да, потому что основная статья – это выплата заработной платы для вас уходит. Поэтому для нас это важный, как сказать, один из бизнес-процессов по фискализации вот в рамках вот этого смарт-салы, потому что мы не будем хвастаться, но Государственная налоговая служба впереди других министерств, ведомств, она стоит по вот этой фискализации, по автоматизации бизнес-процессов и по проведению работы с налогоплательщиками. Я думаю, если есть вопросы,
Мы вас готовы выслушать, там, наверное, кофе-брейк еще не готов, да? Уже готовится, но если вдруг Роза вам держит там с собой, захватите. Пользуясь случаем, пожалуйста, мы готовы вас выслушать, обсудить. Если есть какие-то жалобы на территориальную налоговую службу, если есть, наоборот, что-то похвалить, мы готовы выслушать. Да, я сразу сказала, кто сдает 132 133 формы отчетности, они остаются все для них по-прежнему. Они сдают расчетную ведомость, они сдают 1Т по труду, да. Но я думаю, если есть желание, туда тоже можно перейти, но это надо уведомить налоговый орган. Да, вновь, если будут приняты организации, вновь открывающаяся организация, однозначно они сразу же уже выходят на эту категорию плательщиков, сдающих отчет 161 формы. В отпуске, а потом еще после отпуска вышел 3 дня. Это ставится эти 3 дня, да? Совершенно верно. Однозначно, если даже он целый месяц не работал, вы хотя бы 1 день ставите, доходов 0, это нужно для самого работника, это чтобы у него трудовой стаж не прерывался. Нет, 3 дня и сумма маленькая. А Да, как это это? бесплатно. Все равно пойдет, да? Конечно. Отчет пройдет, да? Да. Ну хорошо. С территориальных налоговых служб сотрудники будут обучены этой отчетности, и они будут с нами совместно работать. У нас просто много нюансов у Восток Электро. Восток Электро, да, у вас нюансов очень много, потому что и ваши коллеги тоже участвовали, ну, по крайней мере, в рабочей группе не было, но в курсе дела были. Здесь на основании вот этого постановления, я сразу сказала, территориальные налоговые органы должны были с вами провести семинар совещания со своими каждой территориальной налоговой службы, да, как раньше по привычке должны были с новшественно внесенными изменениями, но получается по данной ситуации у нас нету, мы по возможности все это на наших сайтах, вот Salik.IG это у нас, сами знаете, и в едином окне есть, и Salik.IG есть информ-службы, вот если вобьете, это есть в Инстаграм, есть в WhatsApp, в Фейсбуке, пожалуйста, там обязательно вот эти вот в виде каких-то вот обучающих видеороликов, они все там у нас размещаются. Подпишитесь, это вреда от этого только не будет. Может быть, наоборот, таки будут у вас какие-то вопросы, туда сразу записывайте. Facebook у нас, Инстаграм, Телеграм здесь есть. В общем, все вот эти вот по возможности, во всех мы в новых каких открывается, мы задействованы. Вот здесь у нас salik.kg. То есть вот эти все и новости сегодняшние буквально тоже будет там озвучены, и предыдущая какая-то информация полезная для вас, она всегда имеется. Район территориальный, учитывая такую ситуацию, будет буквально сегодня до вечера. Вот, все сотрудники, которые касательно этого вопроса, это бухгалтерия, ОРН, внешний контроль, который администрирует прием, отвечающий за прием отчетности по страховым взносам администрирования, будут сегодня участвовать здесь. Все сотрудники территориальных налоговых органов Иссыкульской области буквально после вас, через 1,5 часа будут здесь. Все территориальные налоговые органы Нарынской области будут тоже сегодня до вечера здесь. То есть все это проводится у нас параллельно. Физически вот так вот со всеми проводить онлайн, это тоже вот в любом случае вот такой контакт для нас тоже полезен, потому что вживую и легче вам чуть-чуть объяснить, и где-то какие-то сразу вопросы возникают, для нас тоже это очень удобно и полезно. Еще один вопрос. Вот если какие-то подобные обновления, да, можно будет Восток Электро уведомлять, если там какой-то тестовый режим имеется? Потому что вот насчет формы 161, о тестовом мы узнали в Бишкеке у наших коллег, да, и там нас добавили в Телеграм-группу, где там уже давно обсуждают
там вопросы, проблемы решает. А мы, Там добавлено есть, да? ну, недавно, буквально на днях, пару дней только прошло. Ну А- это да, это может быть минус территориальным налоговым органам. Почему? Потому что данное постановление было уже принято и отправлено до всех территориальных налоговых органов в конце января-февраля. То есть в феврале уже было дано указание провести разъяснительную работу. Раньше метод-отдел был, который проводил семинары, совещания, круглые столы с вами. Соответственно, может быть какой-то минус и для наших территориальных налоговых органов. Просто территориальные налоговые службы, они не всегда могут сразу на месте вопрос принять и решить. А, допустим, по электронным счет-фактурам нас добавили в группу, где по WhatsApp, да, там локомотивы СТФ, где, например, мы могли напрямую, да, зампредседателя налоговой службы писать вопросы, да, там коллеги тоже подобный вопрос поднимали. Ну, в группе Телеграм и зампредседатели есть, Да, и да, да. все начальники управления, законодательные и сотрудники социального фонда, все, которые могут конкретно, по крайней мере, если Да. даже не ответили, они в курсе вашего Вопрос. проблемы, да, и того вопроса, который надо решать Просто кардинально. как бы хотелось бы в будущем, чтобы пораньше включаться в эту группу, потому что действительно больше 1000 сотрудников здесь, больше 600 сотрудников на Рынской области. Это будет сложно на самом деле. По одному вводить, да, данные. Да, ну я думаю, если вам удастся уже этот отчет сдать, то уже в следующем месяце будет вопросов, наверное, меньше. Можно я еще раз хочу подчеркнуть, что налоговая служба очень сильно развивает именно коммуникацию в плане именно социальные сети, получается, ведутся, как Чинар Расумбеков сказал, ведутся различные страницы. Хотели призвать налогоплательщиков именно пользоваться социальными сетями, комментировать, участвовать. Получается, как вопрос задали, мы не услышали, нам налоговое место не сказали. Вот, у нас постоянно обновляются страницы, сайты. Просим вас всегда заглядывать на наши страницы, подписываться, делиться. Ну, при этом вы как бы своим действием помогаете тоже размножать, распространять эти информацию, которая будет полезна дальнейшим налогоплательщикам. И оставаясь постоянно в курсе действий налоговых, получая вот такие семинары, постоянно проводятся, а также проводятся онлайн-семинары, которые постоянно публикуются на различных социальных страницах, где можете постоянно получать актуальную информацию по заполнению там, декларации, по заполнению отчетов, форум. Вот. Спасибо. Ну, если здесь сидящих есть желающие включиться в эту группу в Телеграм, то вы, в принципе, свои данные, там, не знаю, надо будет галочку где-то поставить. Мы буквально вот сейчас включим там последнюю всю информацию, которую там, переписку, да, сразу видно она там. Алаңызды сілерденші, прям уже сроғы келіп қалғандайшы, кішіне ертерек бере албайсыңар ғой 20-сына чейін, хотя бы 20-сында. Бүт біздің НДС, плательщик НДС деген группа түзген налоговыйдан Нұрия. Анан ошол группада бүт организациялардын бухгалтерлері бар, бүт барын вопростар Восток Электро бердиби счет деп биз последний күнгө чейин силерден күтөбүз да. Бұл ошо информационный система электронный счет фактура боюнча проблемалар болгон башында. Анын тестовый режимден өткөндөн кийин дагы бизде из-за отраслевой особенностьтер бар экен да. 8000, 10000 счет фактура выписка алган оңой эмес экен. Ошол жерде анан проблемалар возникеткенде биз налоговый службаларга письмолор жаздык. Оны иштетип бергиле, биз ошо выписка алганда кеч выписка фоторосын алып, биздин абоненттерибиз жалоба кылып атат депчи. Ошонткенде анан акырдан жылды сразу производство сразу кирип кетет экен да. Анан биздин дагы программисттерибиз карап колго да оңой менен программисттер келбейт экен, мисалы үчүнчү. Анан биздин программисттерибиз деп Ошто находится. Анан ал жерден дагы кичине эмелер болду, кыйынчылыктар болду. И азыркы учурда болсо уже канча айдан бери 15-лерине чейин выписка кылганга аракет кылып жатабыз да. Мындай 20-сынан кийин выписка алган мен көрбөйм. Ал только если отклонять этип, анан кайра перевыписка кылбаса эле. А так мындай пакетная загрузкасын
Biz до 15 числа кылып атабыз. Биздин отчетторубуз 10 чейин жабылат да. Жок, бизге келе элек, до сих пор андай Кайсы келе элек. организация силер Пансионат Алтынкөл. контактыңа да катып койсом мен анан ошо электрон счет фактура менен иштеген байкенин номерин берип коем силерге дагы. 20-сынан эрте боло элек да. Рахмат. То есть, сразу повторюсь, за апрель месяц до 20 мая вот эту форму отчетности необходимо уже будет сдать. То есть вы, если зайдете в систему сдать 134-ю форму, скажете, уже данный отчет, он недействительный. С апреля месяца уже не будет возможности сдать. Да, и вот эту расчетную ведомость отдельно тоже по возможности за апрель месяц отдельно, соответственно, не сдавать, потому что там контроль как такового не стоит, если здесь 132, 133, 134 какая-то форма отчетности. А расчетная ведомость, она едина для всех, для индивидуальных предпринимателей, для крупного, малого, среднего бизнеса, то там будет некорректная информация выгружаться потом в социальный фонд. Это однозначно надо будет правильно, сразу же, время еще есть у нас, но не дожидаясь прям последнего дня, сразу сдавать этот отчет. Сегодняшнее мероприятие и подобные мероприятия, они всегда полезны, так как можно сразу на месте задать вопросы. Даже если не получаешь сразу ответы на свои вопросы, можно как бы взять контакты для дальнейшего уточнения своих вопросов. Да? По поводу цифровизации, то это хорошее направление, что облегчает работу как и для налогоплательщиков, так и для налоговой службы Кыргызской Республики. Мое мнение по цифровизации положительное. В принципе, получили положительные ответы, так как в нашей организации есть определенные, как сказать, исключения, да, по отчетностям, то у нас есть дополнительные вопросы, которые мы чуть позже зададим для получения уже полноценного ответа. Да, мы, конечно, применяем и будем применять. К примеру, все отчетности мы уже, как вот была внедрена электронная подача отчетностей, сразу с первых моментов мы уже как бы сдаем электронные отчетности, что для нас значительно облегчило процесс сдачи отчета. Да? Если, к примеру, раньше нам приходилось там сканировать, отправлять через электронную почту, там, с печатью, подписью, обратно ждать от наших региональных представителей, от наших региональных коллег, да, ждать второй экземпляр, который нам необходим, да, то сейчас уже можно сразу же на сайте налоговой службы сдать отчет и сразу же получить статус там, принят или там, не принят. Да? Бүгінгі семинар, жана ушул сыяктуу семинарлар уюштуруп турганда пайдасы көп. Бул ушундай сыяктуу семинарлардан өзүңдүн суроолоруңду берип алсаң болот. Ошол суроолоруңа жоопту дароо алсаң болот. Эгерде дароо жообун ала албай калсаң, балким контакттарын дагы алып, ушул конкретно ушул бир направление менен иштеген налоговый службанын ишмерлеринин контакттарын алып өзлөрүнөн сурап тактап алгангачы. Анан бул семинарда көргөзүлгөн электронный отчетностьтар же ушул сыяктуу цифровизация болуп жаткан процесстерди биз колдонуп келчүбүз жана колдонобуз. Ушундай процесстер негизи цифровизация бул жумушту негизи жеңилдетет. Мисалы үчүн региондору бар организациялардыкына. Себеби эгерде мурун биз отчетторду кагаз түрүндө распечатка кылып, подпись кол койдуртуп, печать койдуртуп, салып жиберип, же скан менен жиберип, анан кайра налоговый службалардан
принят деп печати менен кайра ала туруп ушундай убакыт өтүп өткөн болсо, азыр болсо электронный беребиз. Дароо 15-20 мүнөттүн ичинде же принят, же не принят деп жооп келет да. Анан албетте цифровизацияны мен жеке өзүм колдойм. Бул өтө көптөгөн жеңилдиктерди жумушка алып келет да. Менин атым Арген Иманкожоев, Чыгыш электро агачык акционерлик коомунун налогдор боюнча бухгалтеримин. Пайдалуу болду деп мен үчүн мындай маалымат катары эле болду бул презентация. Себеби бул презентация кылып жаткан жак айтып атат, биз уже суроолор мындай обсуждение кылып ушул эме боюнча кылганбыз деп. Бирок мен үчүн мындай маалымат катары эле болду. Мен биринчи жолу бул жөнүндө угуп атам. Салык кызматы өткөн айда эмки апрелдин отчетун башкача форматта берилет деген маалымат менен эле болчумун. Эми маалымат катары пайдалуу эле болду, бирок бизде мисалы үчүн 2000 кызматкерлер бар, 35 мектептин мугалимдери, 23 садиктин тарбиячылары, техперсоналдары. Анан ар бирин бирден киргизиш керек экен, бирок чийкирээк жактары деле бар экен. Бул презентациянын ушул отчет берүү боюнча салык, анан страховой взностор, эми 3 статка берилчү отчеттун баарын бир берип коет экенбиз. Мындай тигиге дагы барып жүрбөйбү, 3 башка. Ошол жагы мындай жакшы болсо керек, бирок ошо толук бир отчет менен ошо баардыгын берет экенбиз. Бизде ошо суроо болду. Бийиктоолуу райондордун коэффициенттери бар жерлерге кандай кылыш керек деген. Себеби биздики Бийиктоолуу высокогорьеге кирбейт, биздин районубуз. Бирок бизде бир мектеп бар, аларга высокогорье райондук коэффициент менен төлөнгөн. Бирок ал жерине жооп бере алышкан жок. Ошо толук маалымат ала алган жокпуз го, дагы алдыдагы. Эми мындай толук маалымат болсо керек. Толук маалымат болуп калат да. Пенсионерлер үчүн дагы, иштеп аткан, пенсияга чыга тургандар үчүн дагы, налог салык төлөөчүлөр үчүн дагы, анан салык кызматы үчүн деги эле өкмөт үчүн эмне кандай кирешелер түшүп атат. Ошол маанилүү болсо керек, мындай пайдалуу, да. Ну, насчет того, что было ли для меня эта презентация как бы полезной и нужной. Эта презентация была для меня как информация о том, что мы теперь будем отчет по страховым взносам и подоходному налогу, и отчеты по-другому уже как бы консолидированно сдавать в одно место, платить одному, ну, в один счет. Как бы, да, это полезно, но вот сама презентация, она еще вот, я, например, считаю, что еще предстоит многие доработки, наверное, потому что для нас, для районных отделов образования, где более 2000 сотрудников, во-первых, это информацию занести в базу данных, все это, конечно, будет времяемко и как бы, да, считаю, что улучшит, потому что
каждый налогоплательщик будет на счету, будут все данные о доходах, будь он будет по основному месту работы, или где-то будет совмещать, или где-то еще будет как бы иметь бизнес малый. Конечно, это будет все учитываться. И, конечно, чтобы все налоги, поступление доходов, как бы, может быть, скажем, в полном объеме повышение доходов в государственную казну, я думаю, да, это улучшит. Менің атым Шарқан, Орозбекова Шарқан, главный бухгалтер Сыкульского района. Бүгүнкү болуп жаткан семинар бул мамлекеттик кызматкерлер катары мен өзүм айткым келет. Анткени биз билим берүү тармагында иштегендиктен мындай маалыматтар көп кабыл алып турушубуз керек. Бул маалыматтар биздин мамлекетибиздин өнүгүшүнө дагы чоң салымын кошот. Анткени дегенде ар бир кызматкерди мындай жогорку деңгээлдеги семинарларды өтүп жаткандыгы бизди ушул убакытта аябай кубандырып турат. Силер билесиздер, пандемия учурунда мындай жыйналуулар аз болгондуктан кийинки ар бир отчетторду, ар кандай бухгалтерлик эсепке керектүү маалыматтарды алыш дагы оор болуп жатат негизги акыркы маалыматтарга. Бул салык кызматкерлери тарабынан белгиленген бул семинар биз үчүн аябай жакшы, кубанычты калтырды десем жакшы болот. Тегерек стол баарыбызга жакшы. Бул жерде өтүп жаткан слайдтар, бул жерде маалыматтар толук кандуу бизге жеткирилди. Андан сырткары берилген суроолорго да так жооп берилди. Бир нерселери бул салык тарабынан өткөн отчеттор боюнча айта кетсем, ал отчеттордо бизде кичине көйгөйлөр жарылышы мүмкүн. Анткени дегенде бул биз дагы кандай десем, дагы өнүктүрүү керек экен деп мен өзүм оюмда калды. Андан сырткары бул отчетторду берүүдө бизде деген маалыматтар дагы мындан ары жетиштүү болот деп эсептейм. Үч түрдүү отчетту бир түргө киргизип коюу бул мамлекет үчүн жакшы нерселерди алып келет деп эсептейм. Андан сырткары салык деген бул мамлекетибиздин өнүгүшүндөгү эң чоң ролду ойногондуктан ар бир жаран, ар бир кандай болбосун салык төлөөчүлөр бул отчетко жакшы мамиле кылып, жакшы түздөн түз тапшырууга абзел деп ойлойм. Я как сотрудник системы образования хочу поблагодарить именно сотрудникам налоговой службы, что организовали такое мероприятие, такой семинар в благоприятном условии. Получается, мы получили много информации о системе налогообложения, о системе социального фонда, которые включили 3 вида отчетности в одну в кучу. Получается, мы можем... Я думаю, что для нас удобно сдавать такие отчеты, не выйдя со своего кабинета, например, потому что есть 3 вида, мы куда-то ездили, куда-то выходили, чтобы сдавать, и в течение дня ушло для сдачи этого отчета. И получается, мы в дальнейшем будем употреблять эти виды отчеты и будем изучать. Сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось, потому что нам дали такую информацию, которую должны были давно давать. Получается, в системе во время карантина мы не могли такую информацию получить, и сейчас уже сегодня, я надеюсь, получили. Есть некоторые проблемы немножко. Получается, у нас в системе образования много сотрудников, получается, школы. Например, я сама являюсь бухгалтером Исыкульского районного отдела образования. У нас охватывает где-то 2000 сотрудников. На первое время, я думаю, немножко будет трудно, но в дальнейшем будем уже внедряться и усиленно работать над этим отчетом. Айгерим Асылбек-кызы. Зам главный бухгалтер Исыкульского районного отдела образования.
Ну, сегодняшней темой круглого стола является ознакомление налогоплательщиков бизнес-сообщества с всеми новшествами, всеми изменениями, с той работой, проводимой Государственной налоговой службой в рамках фискализации бизнес-процессов под эгидой Smart Salym. Проделано Государственной налоговой службой было немало. В течение 2020-2021 года буквально были внедрены огромные модули, процессы. Это фискализация всех бизнес-процессов, касающихся налога на добавленную стоимость. Это электронный счет-фактура, это АСУ, АЗС, внедрение нового программного продукта «Сводный пост», внедрение большого модуля, как ККМ онлайн, проведение тех мероприятий в части переданных функций по администрированию страховых взносов. А непосредственно это отдельный был вопрос на сегодняшний день, который мы обсуждали с налогоплательщиками Сыкульской области. Это объединенная форма отчетности по подоходному налогу, расчетной ведомости, страховым взносам и 1Т по труду Национального статкомитета. Было очень много вопросов со стороны налогоплательщиков, учитывая то, что это вносится изменения. Кроме того, однозначно это та форма отчетности, которая будет сдаваться в электронном формате. Соответственно, бизнес-сообщество, может быть, кто-то не готов, может быть, кто-то сталкивается с какими-то трудностями в рамках автоматизации. И мы ответили на все вопросы, которые касались данных изменений. Также мы озвучили и в виде презентации предоставили ту информацию, которую возможно и не увидеть с нашего сайта. Возможно, где-то сейчас ввиду отсутствия контактов непосредственно с налогоплательщиком не осведомлены налогоплательщики. И была такая возможность сегодня хорошая предоставлена для налогоплательщиков. И по другим вопросам, которые касающиеся в части администрирования налогов и страховых взносов, они задали нам. Мы им ответили буквально в боевом режиме, в режиме системе посредством передачи услуг кабинета налогоплательщика через сайт Государственной налоговой службы. Мы им показали наглядно, сразу же ответили на их вопросы. Сейчас они с учетом сегодняшней информации уже на своих рабочих местах будут составлять данную форму отчетности за апрель месяц, и предоставлять они должны в Государственную налоговую службу до 20 мая. А срок остался буквально 2 недели, то есть сегодняшний круглый стол для них был актуальным, для нас очень таки полезным, что мы донесли для определенного круга налогоплательщиков всю им необходимую информацию. Что на сегодняшний день делает Государственная налоговая служба, что она планирует делать. Кроме того, на сегодняшний день с 2021 года планируется тоже внедрение многих каких-то процессов. Это маркировка товаров, это полная реализация программного продукта «Сводный пост», электронная сдача или товарное заполнение товарно-сопроводительных накладных, это электронная самосдача в налоговые органы отчетов. То есть такие встречи необходимо постоянно проводить, постоянно встречаться с бизнес-сообществом, с налогоплательщиками, у которых также есть свои предложения по внесению изменений, по каким-то требующимся внесению изменений в законодательство. Мы со своей стороны, налоговая служба, готова оказывать всяческое содействие для налогоплательщиков, для их взаимодействия полностью в полном широкомасштабном формате. На сегодняшний день эту работу проводит налоговая служба посредством интернет-порталов, электронной связи и прочих других возможностей, которые наше время предоставляет нам. Данные изменения на сегодняшний день в рамках реализации постановления 24-го, принятого 27 января 2021 года, предусматривает возможность сдачи крупному бизнесу для тех налогоплательщиков, которые сдают ежемесячно подоходный налог, отчет в Государственную налоговую службу, сдать новый вид отчета, это отчет STI 161, который он заменяет
сам отчет по подоходному налогу, заменяет отчет по расчетной ведомости, заменяет отчет, сдающийся Национальный статкомитет 1Т по труду, заменяет те данные, которые сдавались налоговые органы ежеквартальные по итогам года, формы STI 17 и 58. То есть взамен 5 форм отчетов сдается 1 и ежемесячный в электронном формате посредством электронной подачи налоговой отчетности через кабинет налогоплательщикам и другие электронные возможности портала, которые пользуется сам налогоплательщик.